Больше 4500 одиннадцатиклассников сегодня написали второй обязательный ЕГЭ по русскому языку. Серьезных нарушений не выявлено, результаты будут известны после 25 июня. Основная волна ЕГЭ продлится до 2 июля. Напомним, что по русскому языку и базовой математике, которую сдавали неделю назад, надо выполнить минимум, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Другие итоговые испытания не влияют на оценки в этом документе. Если раньше все зависело только от человеческого фактора, сегодня включается еще и технический фактор, технологический, поэтому ресурсоснабжение, качественная работа техники становится тоже важным условием успешной сдачи единого государственного экзамена. Вы видите, что идет процесс видеонаблюдения, работа общественных наблюдателей, которые в студии и Республиканского ситуационного центра отсматривают, и здесь присутствуют на пунктах сдачи и проведения. В каждой аудитории проведения ЕГЭ работает по 2 камеры. Вся картинка стекается в Республиканский информационный центр оценки качества образования. На время проведения итоговой аттестации он становится своеобразным штабом, куда поступает вся информация о возможных нарушениях и подозрениях. 54 камеры наблюдения в режиме онлайн передают изображение на огромный экран ситуационного центра. Так, на базовой математике вычислили 11-классника со шпаргалкой. Это серьезное нарушение, и пересдать экзамен выпускник сможет теперь только через год.